Министерство иностранных дел Таджикистана опровергло сообщения в афганских СМИ и в социальных сетях о контрабанде оружия и боеприпасов из Таджикистана в Пандшер. Эти сообщения являются фейковыми и не имеют никаких оснований, сообщили в МИД Таджикистана. Как сообщает спутник Таджикистан, фронт сопротивления под командованием Ахмада Масуда тоже опроверг возможные поставки оружия и боеприпасов в Пандшер из Таджикистана. Воздушный мост из Таджикистана в Пандшер отсутствует, сообщил представитель сопротивления. Тем временем, пресс-секретарь Талибан сообщил спутник Афганистан, что их делегация поехала в Пандшер для встречи с бывшим вице-президентом Амруллахом Салихом и другими старейшинами провинции. Утром 23 августа некоторые афганские СМИ, такие как «Спутник Афганистан», Тулу и Тилоти-Рус, сообщили, что первые вертолеты фронта сопротивления доставили оружие, боеприпасы и грузы из Таджикистана в Пандшер. Эти сообщения распространяются в то время, как в Пандшере создан фронт сопротивления под командованием Ахмада Масуда, готовый бороться в случае нападения талибов. Утром представитель талибов Забихула Муджахид заявил, что боевики Талибана окружили силы сопротивления в Пандшере и они находятся в осаде. До настоящего времени силы сопротивления во главе с Ахмадом Масудом не прокомментировали заявление талибов. Вчера, 22 августа, по некоторым сообщениям, талибы потребовали от Ахмада Масуда в течение 4 часов сдать Пандшер, иначе членов сопротивления пообещали наказать. Лидер сопротивления отверг ультиматум и отказался сдавать регион. В интервью телекомпании «Аль-Арабия» Масуд-младший заявил, что готов к переговорам и компромиссу с Талибаном, чтобы избежать противостояния. Он призвал сформировать широкое правительство национального единства с участием талибов. Однако если они откажутся от диалога, война неизбежна, добавил он. Афганский регион Пандшер стал самой большой к этому дню точкой сопротивления талибам. Пандшер расположен севернее Кабула, сейчас в этой провинции сосредотачивают свои военные силы сторонники вице-президента Афганистана Амруллы Салеха. Ранее он объявил себя легитимным главой государства и призвал сопротивляться талибам. Второй лидер сопротивления, Ахмад Масуд, младший, сын знаменитого полевого командира и бывшего министра обороны Ахмад Шаха Масуда, который в Хавеке боролся сначала с советской армией, а потом и с правительством Мухаммада Наджибуллы.